как зрение настраивать таким простым способом, чтобы человек мог легче попадать, комфортно. И оценивает лучше расстояние до мишени и скорость, так как появляется глубина. Он смотрит стереоэффект и закрывает глаз, зрачок. Вот это зрачок. Ребята, сегодня я хочу рассказать вам про зрение в стрельбе, как это необходимо и выгодно, как зрение настраивать таким простым способом, чтобы человек мог легче попадать, комфортно стрелять. Всегда рекомендуется стрелять двумя глазами. Не стреляйте одним глазом. Почему? Потому что двумя глазами человек смотрит в 3D. В 3D это значит объем, друзья, в объеме. Либо вы смотрите в 2D одним глазом, либо смотрите стерео, когда у вас есть два глаза. Стрелять двумя глазами намного выгоднее, потому что мишень становится менее быстрой в полете и расстояние, ребята, становится чуть ближе к стрелку. Это уже доказано. Поэтому очень важно, для того, чтобы настроить зрение, человек должен оттренировать качество отсутствия спешки. Но это состояние, оно идет бок о бок, если человек стреляет двумя глазами. Если он стреляет одним глазом и закрывает глаз, зрачок, вот это зрачок, ребят, полузакрытой планки, то, конечно, он начинает торопиться. Если он спускает ниже и привык это делать таким образом, вот нижнее веко у нас, ладно, вот мушка, тут 2-3 миллиметра, тогда у него восприятие мишени становится в объеме, друзья. Вся панорама и пространство, оно становится спокойным, у человека нет никаких препятствий, и он легко смотрит на мишень и оценивает лучше расстояние до мишени и скорость, так как появляется глубина. Он смотрит стереоэффект двумя глазами. Друзья, если вы стреляете и до сих пор используете стандартный приклад, и у вас ничего не получается, и у меня для вас отличная новость. Мы уже несколько лет делаем индивидуальные приклады под каждого стрелка, с учетом вашей анатомии, роста, длины. Все это подбирается по вашим меркам. И все это делается, ребята, по онлайн. Вам не надо встречаться со мной, брать открепления и приезжать сюда с ружьями. И как следствие, попадание возрастает. Мы работаем сегодня под брендом Якут Снайпер. Если вам интересно, напишите мне в WhatsApp. Ссылка под описанием под этим видео. Я расскажу вам подробнее, и мы вам поможем подобрать оптимальный вариант. Поэтому двумя глазами у нас скорость снижается относительно, и расстояние становится ближе. Чтобы, ребята, не торопиться и привыкнуть к стрельбу храбро, с отсутствием страха, необходимо просто успокоиться. Спокойное состояние ума. Когда мишень летит очень быстро, нужно чуть-чуть успокоиться, посмотреть на мишень, поймать ее в фокусе. Конечно, время очень мало, мишень может пролететь за 2-3 секунды, как это делает обычно. И человеку просто не остается быстро скинуться. Но на самом деле всегда, ребята, время есть. Смотришь, скидываешься и делаешь высоковерный выстрел двумя глазами. Обязательно работайте двумя глазами. Вот в данный момент все, что вам могу сказать про стрельбу двумя глазами. Тогда, когда вы смотрите на мишень, смотрите на мишень, ребята, правильно, фокусом. Концентрацию держите на мишени полностью, так, чтобы она не двоилась, не четвертилась и не была в тумане. В тумане должно быть относительно планка, ребята, сама планка в тумане. А мишень должна быть сконцентрированная, она должна быть черная. А вот это вот должна у нас в тумане, как вы видите, капот машины. Я надеюсь, было понятно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я очень рад подписчикам и тем, что я чем-то вам полезен, так как люблю помогать. Всего доброго, до скорой встречи.